кого-то встретить щедро от души, на крыльце мы их встречаем с белым пышным караваем. Он на блюде расписном, с белоснежным рушником. А еще мы соль подносим, поклонясь, отведать просим. Милости просим к нам в гости. Какой каравай? Надо описать, да? Здорово. Кстати, как мы говорят, кто больше откусит, тому и больше прибыли, да? Да. Соль, да, смотрели? Какая? Сразу чай захотел, да? Очень вкусно. Здорово. Наше село Новоникольск было крепостное, помещика Пасмурова Ивана Кузьмича. Поэтому изначально село называлось Пасмурово. Пасмуров Иван Кузьмич появился в нашей местности во время царствования Екатерины II. Пасмуров избрал удобное место на реке Лесной Зай, перевез своих крепостных крестьян. По словам стариков, эти крестьяне были родом из Московской губернии. В его владения входили деревня Ямаш до деревни Новая Михайловка, на севере до деревни Алькино и до деревни Бухарай. В середине 1820-х годов начали строить Барский дом, а в середине 1831 года был построен трехэтажный дом с колоннами. Как был построен дом, сразу стали строить церковь. В 1831 году церковь была построена, и наше село стало называться Новоникольск. На территории нашего села есть сельский дом культуры, детский садик «Солнышко», школа, отделение связи, магазины, ФАП. В настоящее время от усадьбы Пасмуровых сохранился флигель. В 2019 году, 9 сентября, я с разрешения директора школы я попросил, я говорю, давайте сделаем здесь музей. Она очень согласилась. И потом с первых дней, 9-10 числа, я уже начал заселяться. Переставляли столы, готовили место для экспонатов. Потом уже в течение 3 лет, вот сейчас уже у нас фактически 28 сентября, за этот период, за 3 года мы с ним, я уже собрал очень много экспонатов, собирал и по деревням, и здесь в раскопках находили, но многие люди дают, что у них есть, что им не жалко, что они не пользуются этим. Вот даже старые лампы вот такие, они охранника, фонарь, лампа охранника называется вот это. Ну, вот таким образом находим и потом уже реставрируем потихоньку и потом вывешиваем. Ну вот здесь серпы, ножницы, даже штык-нож, подкова, вот это все, это находки, в основном это местные, когда в огороде работаем, попадает и находим. Вот даже кандалы есть. Вот кандалы есть. Но эти ухваты уже они действительно были ржавые, тоже находили, потом уже устанавливаем черенки, а это инструменты столярные, вот эти инструменты, все это население собрал. А здесь вот наши с учениками на уроках технологий, поделки эти тоже ставили, потому что они должны как-то сохраниться и показывать им детям. Здесь вот весы, коромысла называется, а это кузнечные. Здесь очень много этих хороших работников было, и кузнецы, и столяра, и плотники, вот они занимались вот этими. А вот эти часы, которые на стене висят, они ровесник Владимиру Ильичу Ленину, поэтому я их вместе повесил. А эти, вот это у нас уже, как вы уже сразу догадались, это как мини-мельница называется. Охотничали здесь люди
утюги. Вот есть капкан, допустим, вот такой очень огромный. Тоже находки в лесу их находили. Потом передали. Ну, постепенно я их реставрирую и потом туда ставлю на показ. Сейчас уже начинаю я на военную тематику. Вот на находки, на раскопках принесли нам гильзы от снарядов. Вот, допустим, вот такие еще не реставрированные. И хвостовики от мин. Вот, пожалуйста, штык-нож. Ну, это уже сразу поняли, это миска солдатская. Но сейчас на реставрации у меня кирка-лопата, лопата саперная называется, саперную лопату тоже реставрировал уже все. Стенд. Стенд. Ветераны войны нашего села, и учителя ветераны, и солдатские вдовы. Вот этот стенд, но по фотографии видно, вот, допустим, Григорий Антон Тимофеевич, Яшин Александр Матвеевич, вот они все, ну, ветераны войны нашего села. Но очень многих, когда вот этот бессмертный полк, портреты вот этих наших жителей, в основном их больше 60, они остальные еще у нас находятся в школе, некоторые там находятся. Если здесь открыть, здесь, конечно, фотоаппараты, фотоувеличитель, вот, печатный увеличитель, фотоувеличитель называется вот это. Эти фотоаппараты тоже местных, свои тоже бесконечно фотоаппараты. Все это здесь, они хранятся в музее. Сейчас уже будет постоянно храниться здесь. Надолго и вечно. Вот утюг старинный утюг, но электрический, очень тяжелый. Счета различные, вот они, несколько экземпляров, я их называю просто-напросто как калькулятор. Дети смеются, как калькулятор, говорю, вот ваш калькулятор. Здесь находится радиотелеаппаратура, так как идет ремонт школы, я пока все это убрал. Начиная, допустим, вот здесь я открываю потихоньку, и здесь мы обнаружим даже старинный патефон. Сейчас я подниму его под старинный патефон 1947 года. Патефон, ну, правда, не в рабочем состоянии, но сделать можно. Здесь дальше, значит, магнитофоны, пылесосы. Так как ремонт идет, я же говорю, баяны есть, вот 2 баяна у нас есть, магнитофоны, киноаппарат, вот, давнишний будем говорить, но рабочий, в рабочем состоянии. Здесь, вот за этой стеной у нас снизу, если начнем, кости мамонта, зубы, это бивни мамонта, это зубы мамонта, а это каменное дерево называется уже. А здесь утюги у нас, которые называются углевые. Ну, телевизоры тоже, старинные телевизоры, вот это экземпляр, конечно, вот здесь находится старый экземпляр, но эти уже современные, почти можно сказать, но как ламповые называется, телевизор ламповый. Включить вам, послушать можно. В селе Новоникольск есть замечательный храм святого Николая Чудотворца. Про историю этого храма нам расскажет староста Николай Николаевич. Храм святителя Николая Чудотворца построен на фундаменте колокольни старого трехпрестольного храма, собор святителя и чудотворца Николая, построенный сыном помещика Пасмурова Николаем в
1831 году. Главный престол освящен во имя святителя и чудотворца Николая. Правый предел во имя святителя Иоанна Новгородского. А с левой стороны предел во имя преподобной мученицы Евдокии. В 2000-е годы в Новоникольске прихожане обратились за помощью к нефтяникам в Татнефть в лице генерального директора Тахудинова. Татнефть положительно отнеслась к просьбе прихожан и выделила на строительство храма 9 миллионов рублей. Тем временем во главе прихожан Матвеевой Екатерины она ходила по домам и просила помощь, денежные средства на строительство нового храма. Наличными она набрала 70 тысяч и 50 тысяч перечислением. В 2015 году начали строить звонницу. 15 ноября епископ Альметьевский и Бугульминский Мефодий осветил новую звонницу украшенными колоколами, подаренным храму самим Богданчиковым Николаем Алексеевичем. А спустя 3 года установили 5 больших колоколов на пожертвования прихожан и жителей села. И большой вклад внес Тиктуров Евгений Александрович. Колокола были отлиты в городе Тутаево Ярославской области. 22 мая 2019 года в праздник перенесения мощей святителя Николая Чудотворца из мира ликийских в город Бари епископ Альметьевский и Бугульминский совершил божественную литургию. После божественной литургии провели крестный ход и осветили звонницу. Владыка Мефодий сказал, что звон колоколов должен напоминать верующим о времени молитвы, покаяния и вселять в сердца радость о воскресшем Спасителе. И каждое воскресенье совершается божественная литургия в новом храме святителя Николая Чудотворца. Я Хамидуллина Фарида Асатовна, директор Новоникольского сельского дома культуры. В 1984 году в нашем сельском доме культуры организовался ансамбль «Березка». В 2015 году они получили звание народного ансамбля. Они являются многократными участниками республиканского фестиваля русской культуры «Каравон». Неоднократно участвовали на Спасской ярмарке, являются активными участниками мероприятий и городского уровня, и районного уровня. А сейчас они для вас исполнят песню «Как у Коли на крылечке». Как у Коли на крылечке белая роза расцвела, измени в меня, мой милый, знать судьба моя какая. Измени в меня, мой милый, знать судьба. Дорогие друзья, сегодня мы записываем 2 замечательных коллектива – «Березки» И соловушки. И песня называется Ой, понад Волгой! Ой, понад Волгой леса зеленеют, вешние ветры над башнями веют, даль над рекою песня летает, русская ширь той песни звучит. Дуй, дуй, ветерок, песню неси, пусть ее слышат все на Руси. Дуй, дуй, ветерок, песню неси, пусть ее слышат все на Руси.
Как всегда, наша запись прошла успешно. Всем большое спасибо! После плодотворной работы Положено очень вкусно поесть. Вот девчонки приготовили очень богатый стол с национальными блюдами. А что это за блюдо, нам расскажет Фарида Асаповна. У нас сегодня праздник на селе. К нам приехал Эбием Project. Аплодисменты! Спасибо, спасибо за А к прием. празднику мы всегда готовим праздничный стол. Наше село многонациональное, и мы всегда стараемся приготовить блюда всех национальностей нашего села. У нас сегодня на столе и бельдыш татарский, и курник, и пироги русские, и грибочки с огурцами, и вареники, и с творогом, и с картошкой. И, конечно, национальное наше блюдо – это баурсак. Милости просим всех к столу. Беляш очень вкусный, сочный. Мясо очень мягкое. Красота. А кто же делал этот замечательный, красивый такой беляш? Кто нам ответит? Это приготовила наша жительница села Роза. Она всегда готовит такие вкусные блюда. Один из них, конечно, беляш. Скажем Розе большое спасибо. Да, Очень огромное вкусно. Спасибо! Спасибо! Вот с коллективом «Березка» мы познакомились. А что за коллектив сейчас окружает за нашим столом? Познакомься, пожалуйста. А здесь у нас сидят прекрасные девочки наши, ансамбль «Соловушка». Она у нас организовалась в 2017 году. И с тех пор девочки постоянно на выступлениях, на концертах, на гастролях, у соседей в гостях. Везде успеваем. И репетировать успеваем, и с семьей управиться, и вместе выступать, и вместе за столом сидеть, гостей встречать. Здорово. А может, вы нам что-нибудь за столом исполните? Ивушки, вы ивушки, деревца зеленые, что же вы наделали, на любовь ответили, что же вы наделали, на любовь ответили. Ой, понад Волгой леса зеленеют, вешние ветры над пашнями веют, даль над рекою песня летает, русская ширь в той песне звучит. Ой, понад Волгой леса зеленеют, вешние ветры над пашнями веют, даль над рекою песня летает, русская ширь в той песне звучит.
леса зеленеют, вешние ветер над пашнями веют, даль над рекою песня летает, русская ширь в той песне звучит.